Салем Дустар, мен Контратак ТВ. Ам, По поводу видео, где избитый казах, которого избил, как я понял, там какой-то там придурок, за то, что тот разговаривал на казахском языке. И вот прошло 3 дня. Честно сказать, когда я посмотрел вот это вот видео на Тильмайданы, когда сам человек, потерпевший, об этом рассказывал, я, конечно, понимал, что я думал, что как она положено, он подает заявление в полицию, потом тот нападающий получает наказание за то, что он его избил. И я бы еще сказал, в принципе, там еще парочку статей можно пришить, потому что оно именно за то, что человек разговаривал на казахском языке, это уже там отдельная статья идет. Вот что самое интересное, как вот мне написали вот люди, главное, Куата Ахметова преследовали и преследуют все еще за то, что он не нарушил ни один закон, но тут какой-то идиот берет, избивает человека, и как это нормально, еще потом там кто-то видео снимает, он вот там друг, брат, это что, это такие интересно братские отношения, типа как у России и Казахстана, что ли, ну что-то похожие такие отношения. Вот, и я просто не хочу, чтобы видео было слишком долгим, хочу просто коротко сказать. Вот это все происходит потому, что правительство не думает о том, действительно, на каком положении находится государственный казахский язык в Казахстане. То есть нет уважения к казахскому языку, нет уважения как к государственному языку. Вот в Китае есть уважение к китайскому языку, в России есть уважение к русскому языку, в Германии есть уважение к немецкому языку, во Франции, ребята, вы не представляете, какие французы патриоты. Во Франции вот ты будешь реально разговаривать только на французском языке. Вы знаете, вот в Германии, допустим, немцы, они толерантны, они могут, если кто-то по-немецки не разговаривает, они you speak English, там и там давай по-английски, да. Французы нет, французы все только по-французски. Потому что вот так вот все налажено, понимаете, и вот так все сделано, что уважение к языку есть на государственном уровне. То, что мы видим в Казахстане, на государственном уровне уважения к языку нет. Почему вот находятся вот такие идиоты, которые не уважают казахский язык? Потому что они видят, что наверху никто этим не занимается. Ни президент этим не занимается, ни высокопоставленные чиновники этим не занимаются. Поэтому они так себя ведут. Они просто, как вам сказать, они просто чувствуют себя безнаказанными. А типа вот там был какой-то дурачок месяц назад, 2 недели назад, наверное, который шел, а вы там казахи, типа, а нафиг казахский язык. Понимаете, вот это такое отношение людей. Это, конечно, в корне неправильно. Вы скажете, ну а как? Всех же не пересажаешь, да, на всех же там не сущешь статьи там, да, вот. Я опять же повторяю, тысячу раз повторяю, нужно вести тест на государственном уровне, нужно вести тест на казахский язык, на казах-тили в Казахстане, тест. Вот представьте себе, вот этот идиот где-то там работает, там, не знаю, там, водителем там какого-то автомобиля. И представьте себе, он не проходит тест на казахский язык. И его лишают этой работы. Вот он действительно возьмется за свою голову, он действительно будет рвать волосы на своей жопе и пойдет учить казахский язык. И когда он начнет учить казахский язык, он начнет уважать этот язык. И тех людей, которые разговаривают на казахском языке. А представьте себе, вот этот парень, например, недавно только бы приехал из Китая. Кстати, сейчас казахи из Китая возвращаются в Казахстан. Они не разговаривают по-русски вообще. Казахи, которые из Ирана приезжают в Казахстан, они вообще по-русски вообще, понимаете, не разговаривают. И что теперь? Всех надо избивать, что ли, за это? Преследовать там и требовать от них разговаривать на русском языке? Вам не кажется, что это какое-то сумасшествие полнейшее? Вы скажете, ну да, это просто был один идиот, агрессивно, да?
Но вот эти же агрессивные идиоты, они же и ими и манипулирует Кремль. Ими манипулируют вот эти всякие прокремлевские политики, которые там рассказывают там, про территории и все такое. Но пока не введен тест на казахский язык, вот это беспредел будет продолжаться. Нужно немедленно вводить тест на казахский язык. И тогда люди начнут об этом думать. Если даже кто-то прям с завтрашнего дня не начнет говорить по-казахски, по крайней мере он будет его учить. И уважительно относиться и к языку, и к носителям языка. Вот как-то так. Ладно, слава богу, так.